Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Gagauzya Gün Gündem programısının hem götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunurlar. Taur Futbol Kulübü'nün prezidenti, bu trener Nikolay Sarıoğlu. Zaman hayırlı olsun size. Çok sağ olun. Hani kabul ettiniz, teklifimize geldiniz. Bugün katılırsınız Gagauzya Gün Gündem programısına. Полина, здравствуйте. Мы очень рады, что вы нас пригласили. И будем рады с вами пообщаться. İkinci misafirimiz bu Dmitri Manolov. Zaman hayırlı olsun size de. Çok sağ olun, katılırsınız bugünkü kolverimize. Добрый день. Hem de üçüncü misafirimiz bu Alexander Zabun. Zaman hayırlı olsun size de Alexander. Çok sağ olun hani geldiniz. Bugün sanırım hani yazacağız bir meraklı programa. Hangisini seyredecekler bizim misafirler, Gagauzyan yaşayanları. Hem de sanırım hani sizin dostlarınız, yakın insanlarınız. Saygılı seyrediciler, bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız bu stüdyoda. Kalın bizimle. Nikolay elbette çekici sizden, nice trenerden, nice bilinir Taur Uşak Futbol Komandası bu bir genç klub hangisi açıldı sizinle birkaç yıl geri. Söyleseniz, ne zaman geldi size bu fikir açma diyene Uşak Futbol Komandası'nı Gagauzya'nın baş kasabasında Komrat'ta? Да, вы верно подметили, наш клуб новенький, нам 3 года будет 4 ноября. Я думаю, я вам в течение программы расскажу, чего мы добились, как это все получилось. Но вы задали вопрос, как это пришла идея. Идея, скорее всего, родилась спонтанно. У нас была одна группа, с которой я работал в другом клубе. И эти дети и родители очень сильно прикипели ко мне. И я хотел увольняться, но они хотели, чтобы я их тренировал. Вот так и родилась идея, чтобы создать свое, начать работать на себя и этих детей вести дальше. Kaç uşak yıldan gezerdi futbol komandasına hem de ne kadar bugünkü günler hepsici? Ну, начиналось, конечно, все печально. Нас где-то было 10-16 человек. Но это не дало как бы долго себя ждать. У нас сегодня 180 человек. Мы достигали цифры 200, но, к сожалению, не осиливали. И мы остались на 180 человек, но начинали всего с 16 человек. Dmitri, ne zaman siz geldiniz bu şkolaya diyeceğiz? Ne zaman çekildiniz zanatlanma? Школа мне не мешает заниматься футболом, потому что футбол это для меня как интересное занятие, я им могу заниматься в любое время. Футбол для меня на втором плане, школа сейчас, конечно же, важнее. Когда я стану старше, может быть, футбол будет для меня важнее, чем учеба, но сейчас для меня на первом месте учеба. Во сколько лет ты пришел на футбол, помнишь, Димка? Да, первый раз я пришел в 5 лет на футбол к Николаю Николаевичу, мне очень понравилось, и я остался тренироваться. Alexander, sizi ne getirdi bu süreci sporta? Niçin mahsus futbol ama değil bir başka diyeceğiz çeşit? Ну, мне понравился футбол тем, что, ну, просто у меня есть старший брат, он занимался футболом, и он меня с детства приучал к футболу, и я смотрел, как он играет, и как-то в один день мне мама говорит, не хочешь сходить на футбол, Николай Николаевич? Я ходил в одну группу, потом перестал ходить, и в один день она меня спросила, не хочешь ходить? Николай Николаевич открыл свою команду. Я сказал, что хочу ходить. Пришел на первую тренировку, мне очень понравилось, и так с этого началось. Kaç yaşındaydın o zaman? Я занимаюсь 3 года. Nice açıldı öyle mi? Да, вот как открылся, Саша был у нас, но он начал ходить тогда и начал. Он не начал с детства. Плюс-минус где-то с 8, да, Саша, с 9 лет ты начал ходить? Да. Ne söyleyeceğiniz bugünkü günler onların çıkışları için? Ну, за их успехи и говорите за... Ну, я могу сказать, что это одни из талантливых ребят, и у них все может получиться. Кто-то, например, вот за Димку, он много ходит, он более старательный, а Саша – это более талант, скорее всего. Он в детстве не любил футболом увлекаться, он любил модельками какими-то увлекаться, машинами, но спустя 3 года он уже сегодня идет как бы ведущий наш спортсмен, и я думаю, что у них все получится. Ну, если они будут тренироваться и будут стараться. Elbette böyle trenerler ben sanırım hani onlar yüksek uğra çıkacaklar. Да, дай бог. Bakmadan hani Taur Uşak Futbol Komandası bir genç komanda bu yılların içinde uşaklar katıldılar türlü yarışmalara getirip türlü ödülleri nice kluba ile de avtonomyamıza. Nikolay söyleseniz bütünde ne kadar ödül kazandı Taur Uşak Futbol Komandası? Bu 3 yılın içinde diyeceğiz. Ну, я вам могу сказать, мы, конечно, хвастаться не хотим. У нас не прямо так много, как вы сказали, медалей там, и кубков, но
на различных соревнованиях, да, мы представляем автономию. Мы называемся, хотя по-молдавски Таур, румынское слово, но мы представляем Гагаузию, куда бы мы ни ехали, и мы стараемся привозить какие-то определенные места. Да, у нас есть вторые, третьи места и первые места, но эти места идут турнирные места. Мы выезжаем в Кишинев на соревнования, в Болгарию, вот сейчас мы будем вот об этом говорить, выезжаем на соревнования. Но, думаю, до 10 успешных результатов у нас есть в клубе. Дмитрий, kaç getirdiniz ödül siz? Сколько примерно медалей мы принесли? Ваша группа? Наша группа примерно принесла 3 или 4 призовых места в нашу команду. Ne zaman? Как давно? Ну, последний кубок мы принесли зимой на турнире в Чемишли, и мы заняли второе место. Bravo Alexander. Kaç ödül getirdin sen? Они в одной группе. İkisiniz de bir grupadasınız öyle mi? Dolaştırmayın mı sana süreci bu trenirovkalar senin öğrenmek prosesine? С твоей учебой не мешает тренировки? Мне в школе вообще не мешает. Мы так, у нас школа утром, а так мы можем ходить и на тренировки, и в школу. Получается, у нас система образования так сложилась в Камрате, скорее всего, что дети учатся во вторую смену, и тренировки проходят в позднее время, и вот им не мешает, они успевают и в школу пойти, и уроки, да, Саша? Да, мы в первую смену учимся. Kaç sıra haftada trenirovkalar geçerli? Смотри, какая группа. Есть детские возраста от 4 до 5 лет группа, там 3 раза в неделю. Старшие группы уже по 4, по 5 раз в неделю, плюс соревновательный образ, если у нас на выходных есть игры. Но как бы тренировочный процесс кипит постоянно, без перерыва. У нас только летом 2 недели каникулы и зимой 2 недели. А так мы постоянно работаем в нон-стоп. Ne kadar uzanır trenirovkalar diyeceğiz? 1,5 часа где-то идет. 1,5 saat. Но у детей маленького 1 час. 1 saat. Да. Şimdi teklif ederim, seyredelim fotoslaydı. Tavur klubun uşaklarından, iyi başarılarından hangisine siz Nikolay yapacağınız komentari, ondan sonra ilerleyeceğiz. Посмотри, что вы konumuza. приготовили. Наши родители, также наши прогулки. Здесь мы проиграли, кстати, тот матч. Я хотел детей подбодрить и кричал: «Ура!» Мы проиграли. Там слышно должно быть. Ну, вот наши поддержки. Это здесь в Камрате мы выиграли нашего принципиального, как сказать, друга, соперника. Эмоций полно. Вот, кстати, они, 2 ребенка. Вот это Чемишли, что рассказывал Дима только что. Это их группа. Также Болгария, наш выезд. Вот флаг белый, это наш флаг. Это они в Кагуле перед моим днем рождения. Они сделали мне подарок. 21 августа это они выиграли это. Вот это они. 22 у меня день рождения. Они обещали взять призовое место. Также повторяется фотография с Болгарией. Это у нас в Камрате. Вот видите, какие мы дружные. У нас все ходят на матчи. Неважно, ходит ли ребенок, не ходит. Alexander, çekeceğim sizden şimdi. Söyleseniz, kodullanırsınız mı? Hani yetiştiniz böyle dici sorulara çünkü detayları gördük. Fotoslaytta varsınız siz de orada hangisi çok iyi başarılar getiriyor автономиямıza hem de sizin klubunuza. Если правильно понимать вопросы, типа, нравится ли ему, да, что он так получилось? Что-то есть в истории, что-то есть в клубе. Ну, конечно, мне очень нравится то, что я часть такой большой семьи футбольной. Dmitri, nasıl söyleyeceğiniz siz bu üzere? Kodullanırsınız mı? Hani zanatlanırsınız bu sportla. Мне тоже очень нравится, что я часть этой большой семьи. Мне очень нравится, что мы еще больше ее развиваем, и у нас еще становится больше семья. И в этой семье все дружат, общаются, развивают коллектив. И мне это очень нравится. Что именно футбол нравится, не другой вид спорта, да? Мне очень нравится футбол. Nikolay söyleseniz niçin böyle adı koydunuz Tavur? Neden Мы çekiliyor? открывались в год быка, и бык это вообще трудолюбивое животное, и мне всегда симпатизировал. Я когда-то сам мечтал и тренировался в Зимбру, и мне нравился вот этот настрой, вот это упорство, какая-то история этого клуба, и где-то в мечтах я тоже так думал, но, скорее всего, был год быка, и мы как-то вот собрали и бык, вот это все. Да и красиво звучит, нет, Таур? Güzel. Да. Kimdi sizin treneriniz? Меня тренировал вначале Иван Иванович Бурдунюк. Он сейчас работает в России, в медиалиге. После этого я тренировался в Реал Сукчесси, Дом Новиеру. Был мой тренер, который уже как-то поставлял меня в Зимру. Был Владимир, он меня уже отправил сюда обратно. И здесь я тренировался с Александром Родионовичем Георгиев. Это хороший тренер, он сборную Юга тренирует, он с Кирсова.
И вот уже как-то вот так от него от них всех по чуть-чуть собрался образ своего тренера. И вот так я и решил пробовать. Но у меня много тренеров, но первый Иван Иванович. Первый, как говорят, всегда самый важный, самый главный – это фундамент. Hepsi anılmış söyleyeceğim trainerler. Sizi hazırlamışlar bu spor çeşitinde. Da bugünkü günlerde siz bu uğurda gidersiniz, uşakları hazırlarsınız. Ну, я не то, что они меня не готовили, просто от того, что я тренировался у них, я у каждого брал что-то. У каждого это взял, у того повадки, у того манеры, у кого-то общение с детьми, у кого-то психологические какие-то моменты. Как бы я благодарен всем. И они сыграли в моей роль тренерства. Я только начинающий. Я 6 лет как бы тренирую. И скажу, благодаря им, да, я много чего вот использую их приемы. Сегодня и смотрю, получается. Но все равно есть своя изюминка. Как бы продублировать других я не могу. Есть свое, как бы, но спасибо им, конечно, что я прошел такой pуть. Hatayları kendi sözünüzde söylediniz, hani sizin kluba gezerler yakın 180 kişi diyeceğiz, 4 yaşından 14 yaşına süresiniz nasıl işleme böyle yaşta uşaklardan 4 yaşında ne de var onu anlaması diyeceğiz. Ну, смотрите, 4 года все думают, что футбол, все надо прийти, бежать, забивать. Нет, 4 года, с 4 до 6 лет у нас очень хорошие тренера. Вот давайте начнем с этого. И я не один, у нас 6 тренеров только здесь, в Камрате. У нас есть еще Чадырлунги тренер. И эти тренера проходят психологическую подготовку с детьми, работу. Они маленькие психологи для них. И это не просто так дай мяч. Мы вначале с ними начинаем располагать детей к себе, а потом мы начинаем их знакомить с телом. Знакомство с телом – это кувырок, отжимание, чтобы ребенок был адаптирован, координирован. А после этого переходят какие-то элементы футбольные. Но, скорее всего, это уже от 6 и выше. Но с 4 до 6 это очень важный этап, где ребенок был координирован. Он понимал, где он находится в пространстве. Он понимал, что такое мяч, чтобы он понимал, что существует такой вид спорта. Это же отдается для того, чтобы ребенок пока выбирал. Хочет он быть футболистом, может в другой вид спорта. Вот как-то так. Дмитрий, не верили size тренировкалар? Что вам дают? Что делает тренировка? Тренировки нам дают, конечно же, новые умения, новые знания в футболе. И на матчах мы эти знания показываем. Потому что как ты научился на тренировке, так ты и сыграешь на матче. Alexander ne söyleyecek? Ne veriyor sana bu тренировкалар? Что Hades'den именно mi для gelirsin тебя? sen Что onlara? именно для тебя? Для меня тренировка – это повод чему-то научиться новому. И на тренировке мы узнаем новое, учимся новому. Желание от тренировки. Для этого и создана тренировка, чтобы научиться чему-то новому и потом применить себя в этом. На тренировке ходишь желание? Ну да. Есть? Ну скажи, Я ждешь на ли ты этого? Я на тренировке хожу с большим желанием, потому что я очень хочу стать профессиональным футболистом. Ben sanırım hani senin niyetlerin asla çıkacaklar. Çünkü öyle bir girgin görüyorum çocuksun. Hepsi sende silah olacak. Böyle trainerlanınca Nikolay Nikolaevich ve sana hepsi silah olacak. Lazım uygulama. Hani Taur Uşak Futbol Komandası bir yılın içinde büyüdüğü regionun uğrunadan da hazırlar sporcuları. İki kasabalardan önce siz söylediniz Komrat'ta hem de Çadırlunga kasabasında. Söylesiniz bu 6 trener. Yeter mi size hem Çadır'a hem de Komrat'a? Нет, смотрите, у нас в Камрате одни тренера работают, в Чадырлунге другие тренера. Но я считаю, что хватает, конечно, хочется больше, и мы даем шансы. У нас сегодня 2 молодых тренера, и до 20 лет они недавно только завязали играть, хотя они еще как бы играют, но они недавно только завязали. Мы даем им шанс, потому что я уверен, что из таких молодых может получиться. Но, к сожалению, у нас не все хотят быть тренером, потому что это неблагодарный вид спорта, и найти еще больше тренеров – это сложно. Поэтому где-то мы себя перенагружаем, берем по 2 группы, хотя один тренер должен иметь 1 группу. Ну, вот как-то так. Söylesiniz karşı gelirsiniz mi ne siz zorluklarla, problemalarla kendi işinizde? В работе тренера или в работе клуба? Varınca söylemeye hem orada hem burada. В работе тренера, конечно, очень много трудностей. Дети, я вам могу сказать, сегодня ранимые. Никакие были мы. Нас тренер не боялся обидеть. Я помню свое детство, и с ними сегодня сложно. Эти дети получают большую заботу от своих родителей. И когда они приходят к тренеру, тренер чуть-чуть давит на них, и они психологически ломаются. Плюс сегодня другое время. Посмотрите, сегодня защита прав ребенка выше, чем защита прав учителя. Они идут в школу, они себе позволяют чуть больше, чем надо, и нету строгости. И мы стараемся им проявить, что спорт – это та же дисциплина. И это очень большая проблема. Дети сегодня, могу сказать, это проблема не у нас в клубе, это проблема во всем мире. Очень разбалованные, и тяжело нам, тренерам, работать с ними.
А сказать за проблему клуба, да, мы встречаемся с трудностями. Это стадион, к сожалению, у нас он один, и это очень тяжело. Клубов много. Клубов очень много, я не хочу перечислять, но в Камрате достаточно. Это большая проблема, но мы можем сказать, что нам чуть больше повезло, чем остальным. У нас есть своя база, это в 5-й школе, лицей Николая Третьякова. У нас там площадка под нами, мы работаем только там, зал под нами. Плюс я слышал, что есть проект, который в Третьяково будет еще делать какое-то там сооружение для спорта. Но трудности вот в этом плане. Плюс трудности в автобусе переездов. Это сегодня не дешево. Сегодня вы сами знаете, какие цены переезжать. А соревнования не только в нашем городе, соревнования по всей Молдавии. Плюс эта группа попала не в зону юг, а в зону центр. И получается все наши выезды до Кишинева. А сами понимаете, это сколько стоит. Ну, спасибо Примарии, которая поддерживает нас. Максимально старается Сергей Ильич и Геннадий Борисович поддержать нас. Они делают все для этого. И вот даже сейчас мы едем в Болгарию. Чтобы вы понимали, это накладно, тоже финансово, но мы чувствуем, что нам есть на кого опереться. Спасибо этому городу. Не istediğimi sorma Nikolay, sağ olun sen böyle derinden anlattınız. Sanıyorum hani yarışmalar için Anglar'ına lazım olacak gidesiniz Bulgarya kasabasına. Biz Beşik'ten sonra buluncu laf edeceğiz. Ama isterdim sorma, söyleseniz bugünkü günler uşaklar sadece Komrat'tan mı gezerler bu sizin klubunuzda? Смотрите, у нас так получается, у нас есть 3 ребенка с Баурчи, которые приезжают, чтобы вы понимали, 3 раза в неделю сюда на тренировки. Да, их родители заинтересованы, чтобы у них получилось. Они вчера даже были, они кроме тренировок еще, у нас есть занятия не только футболом, мы еще сплощаем детей. Вот недавно мы шли, играли в какие-то стрелялки, например, или ходим в бассейн, их родители берут свой выходной, привозят ребенка, чтобы он участвовал в команде и ждут. Как бы да, у нас есть дети, которые не только с Камратом, но вот с Баурчи. Есть желающие, которые пишут соседних сел. Там Карбале, Вишневка, Чемишле. Но мы, к сожалению, такие большие обхваты, мы родителям объясняем, что это не так уж и выгодно. Но дети с Баурчи играют за нас, а чадерлонские дети будут играть там у них, в ДЮСШ. Но в будущем мы планируем, конечно, когда им будет по 16 лет, соединять самых сильных детей в одну общую команду. Tavur futbol komandası gitti uzak bence anladım. Çünkü ta Bavurçu'dan 3 sıra haftada geliyor bir uşak zanatlanma. Bu çok eder. Bu sizin işiniz? Ну, скорее всего, да, потому что я не знаю, почему так сложилось в Камрате, но почему-то все хотят попасть к нам, а именно к нашим тренерам. Ну, скорее всего, потому что мы любим детей. Мы к ним не относимся к какой-то выгодой. Да и у любой тренер, не говорю за себя, любой наш тренер увидит нашего ребенка где-то в кафе, он подойдет, заплатит, либо сядет с ним. У нас какая-то максимальная любовь к ним. Мы не стесняемся сказать «люблю». Вот если они вам дадут, я вам говорил такое слово, что люблю вас, просто без лжи. Говорил? Да. Я не получал это, понимаете? А я понимаю, что это очень важно. И сегодня дети такие, и, наверное, они знают, что мы к ним относимся не как к спортсменам, а как к своим. У нас это близко, это тепло. Bundan kare isterim vurgulama hani Tavur uşak futbol komandasında en yüksek uğurda çalışan тренерлар. Onuştan da onlar geliyorlar buraya. Да, вы правы, да. Тренера очень любят свою работу. Они идут... Вот приведу пример. У нас есть тренер, работает с муниципальной спортивной школы Валерий Капсамон. Он должен был проводить тренировки 4 раза в неделю, но он так любил своих детей, что он 5 раз в неделю проводил одну лишнюю, которую не оплачивали, еще ехал на игру. Он до такой степени любил свою работу. И я его уже ругал, говорил, тренировка должна быть 1,5 часа, он с ними 2 часа проводил, стоял, разговаривал. Понимаете, человек живет своей работой. Niçin любил? Bugünkü günler nerede? Нет, любил, ну, имеется в виду сейчас перерыв. Нет, любит свою работу, он работает с ними, как бы все хорошо. İsterdim Dmitri bugün yakıştı tamam şimdi vakit açan söylemeye kendi trenerin için. Ne söylüyor o trener? Ne söylüyor Расскажи о hazırlar своем тренере. sürücü sporculara? Нынешний наш тренер очень хороший, потому что он на тренировке нам дает базовые задания, которые нам пригодятся на играх. Но скоро этот тренер поменяется на другого, и мы думаем, что у него будут такие же интересные тренировки, такие же задания, и мы добьемся еще больших результатов с тем тренером. Alexander ne var nasıl söylersin kendi trenerin için? Nikolay Nikolaevich için? Что сможешь сказать о своем тренере? Я могу сказать то, что мой тренер очень хороший. Он объясняет нам всегда, если мы что-то не понимаем. Он всегда нам дает очень интересные задания. Он всегда нас поддерживает в любую минуту, даже если у нас там какая-то травма. Он всегда говорит нам теплые слова, всегда помогает нам.
Ну, не ругают, нет такого? Бывает. Он Так и он говорит. иногда нас и ругает за дисциплину. И бывает по-разному что-то. Саша, сиди Süleyman, siz Nikolay nice insan da pikslersiniz, nice Конечно. trener de, hep ile birsizler, yüksek uğurda çalışan uzman. Kaç yaşından uşaklar var nasıl gelsinler kluba zanatlanma dine futbollan. Detaylı söyledik 4 yaşından ama sanırım bu programı seyredecekler çoğu. Gagauzyan yaşayanları çoğu uşaklar, çoğu ana babalar da peki isteyecekler sizin şkolanıza kendi uşaklarını getirsinler. Niye bunun için lazım Nikolay? Мы активно работаем в наборе детей, да, но мы их берем с 4 лет и очень стараемся, чтобы именно вот этот возраст, чтобы родители как можно быстрее проявляли детям любовь к спорту, не обязательно к футболу, не обязательно к нашему клубу, но мы всегда можем помочь, если, вот как вы сказали, нас смотрят родители и не знают, куда отнести своего ребенка, мы будем рады. Я вам гарантирую, что мы максимально сделаем все, чтобы вашему ребенку понравилось. Дальше уже будет видно от вас, хотите ли вы заниматься или нет, но все, что от нас, мы это сделаем. Sağ olun. Nice anlaşıldı Taur uşak futbol komandası, Çadırlunga kasabasının uşak futbol komandası hem de Ogus Sport uşak futbol komandası paylaşıklar Bulgarya devletinde halklar arası yarışmalarda bilinir. Yani bir boyu şimdiden sonra Nikolay yollandılar, gittiler. Şimdi yaklaştı sizin vakıdınız. Söylesiniz niye bu yarışmalar, kaç devletten orada paylaşıklar sporcular? Не, вы вопрос, конечно, задали, сколько там будет команд, я это вам не могу ответить, но там это международный турнир, там с Молдавией команд ограничено, но все почти, получается, европейские, скорее всего, румынские команды, болгарские. Для чего это нужно? Чтобы наши дети играли с соперником не только отсюда, они видели других детей, для них это как знакомство. Да, сегодня клуб из Камрата уже выехал на турнир. Они едут в другой город, я не могу вам конкретно сказать. Мы и Чадырлунга едем в город Несебр. Мы в прошлом году тоже там с ними были. Мы рады, конечно, участвовать в таких турнирах, но сегодня это не так и дешево. Но мы стараемся. Команды там есть именные, например, София, Болгария. Чтобы вы понимали, это команда такого уровня, что мы пока очень сильно отстаем. Не только Таур, я могу сказать, за общий молдавский футбол. И для нас это хорошо. Мы когда едем туда, я уже над ними прикалываюсь и говорю, нам хотя бы забить. Нам не надо выиграть. Это хороший уровень, вы понимаете. Это команды такие, что ты смотришь на них и просто рот хочется открыть. Но мы рады, что мы с ними участвуем вместе в одних турнирах. Söylesiniz kaç kişi gidiyor sizin şkolanıza? Мы едем 45 детей. Это очень много, да. Мы выставляем... У нас едет 3 команды, но мы выставим 4 группы, чтобы каждый ребенок наигрался. Нет задачи вообще выигрывать, но есть, чтобы каждый ребенок наигрался футболом. Мы поедем туда. Во-первых, мы наиграемся, во-вторых, мы отдохнем. Мы живем возле моря, будем также проводить время, плавать, отдыхать. В прошлом году мы вообще туристически провели время, катались по городу. Нас там запомнили, потому что мы научили всех местных жителей кричать наши. У нас есть свои Таур, кричалки, флаги, как бы... Больше, вот 45 детей, конечно, это очень сильная как бы забота, скорее всего. Родители, считай, детей не едут, а ты стоишь 45 детей смотришь. Едут родители, но не всех. Söylesiniz bugünkü misafirleriniz giderler mi? Конечно, они едут. Они и в прошлом году были, и их родители тоже едут. Это активные, их родителям можно сказать спасибо, они активные, не только они есть. Вообще всем родителям хочу сказать спасибо за активность, за помощь, но эти футболисты едут, да. Они... Dima yakışarsa söyleseniz ne beklersiniz bu yarışmalardan Bulgarya Что ждешь от devletinde? Болгарии? От Болгарии я жду такие же эмоции, как в прошлом году. И в этом году, я надеюсь, мы покажем себя намного лучше, чем в прошлом. Александр? Я жду от Болгарии очень много эмоций. Ну, в принципе, как и в прошлом году, было очень интересно, очень, как бы, захватывало эмоции, когда мы были в прошлом году, потому что было все новое, были новые команды, было очень интересно играть. Правда, они были сильные, мы... Мы тоже Нам было сильные, тяжело просто не играть. так, да? Kim yenseydi Bıldır? Что еще раз? Kim yenseydi Bıldır? Hangi komanda? Я вопрос не понял. Выиграла какая команда? В прошлом году? В прошлом году. Что вы понимали, там так много команд, что я даже не могу вам сказать. Вот если дети знают, Дима, вы сегодня Выиграла это обсуждали. украинская команда «Черноморец». Да, там есть, Вы кстати, какое-то украинские место команды. заняли? Мы, да, заняли, какое-то точно заняли. Ну, спасибо, rебята. Çok sağ olun. Bizim programımız yaklaşır sonuna. Sağ olun. Hani bulduğunuz vakit geldiniz, anlattınız. Neyle yaşar bugünkü günler Taur Uşak komandası Komrat kasabasından hem de Çadırlunga kasabasından. Elbette yönünüzde uzun yol. Bulgarya devletine gitmeye Allah başlasın size. Söyleyeceğim sağlık.
Hem de iyi başarılar getiresiniz bu yıl Bulgarya'dan автономиямıza. Спасибо, спасибо за пожелания. Мы будем стараться, и мы знаем, что мы представляем не только свой клуб, мы представляем еще и наш город. Мы будем стараться, верно, пацаны? Сделаем все. Не только отдыхать, но мы постараемся. Вам спасибо. Saygılı seyircilerim, Gagauzyan yaşayanlar, Gagauzya Gün Gündem programması yaklaştı sonuna. Tabir sayısıyım getirmeyesin aklınıza. Hani bugün bizde stüdyoda bulundular. Taur Futbol Kulübü'nün prezidenti, trener Nikolay Nikolaevich Sariogla, Dmitri Manolov hem de Alexander Zabun. Ben size söyleyeyim, kalın sağlıcakla. Gelen buluşlardan kalın. Gazetler kanalında.